Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте начать наш форум по развитию Дальнего Востока. Работаем вчера и сегодня, и завтра. У нас еще много секций отдельных по отдельным вопросам. Тема актуальная не только для жителей Дальнего Востока, не только для жителей Сахалина, для всей страны, потому что Дальний Восток – это важнейшая часть нашей страны и стратегическая часть. И президент уделяет особое внимание развитию Дальнего Востока в последние годы, и вы знаете, что принята масса решений. Есть ли успехи? Пока, что касается Общественной палаты и моих коллег, больших успехов не видим. Хотя решения принимаются, и вроде выделяются деньги, и какие-то институты создаются, территория опережающего развития, дальневосточный гектар, о котором знает вся страна, и так далее, и так далее. Фонд создан по развитию Дальнего Востока. Здесь же в основном жители Дальнего Востока, да? Кто из вас получил дальневосточный гектар? Поднимите руку. Раз, два, три. Три. Спасибо. А почему 3 человека получили гектар? Это обсудим. Может быть, он не нужен гектар, может быть, не дают, может быть, не хочет никто. Обсудим эту тему. Причем здесь присутствуют ведь активные люди, одни из самых активных людей на Дальнем Востоке. Мы вот сейчас встречались с активистами, нам представляли знакомились с несколькими проектами дальневосточными, сахалинскими в первую очередь. И мы обсудили с коллегами не только их проекты гражданские, а вообще как жизнь складывается. Вот город Поронайск. Здесь есть коллеги, да, из Поронайска. Мы сейчас обсуждали. Вы здесь, да? Вот, вижу вас, да, вижу. Было 45 тысяч человек в советское время, теперь 15 тысяч человек. Было много разных предприятий, разных отраслей. Теперь практически только бюджетники. Город Углегорск. Тоже похожая ситуация. Есть Углегорск, да? Вижу вас. Вот, вижу, да, спасибо. И что происходит? Почему? Что происходило в те годы, в прошлые десятилетия? Понятно, когда страна развалилась. Что сейчас происходит? Почему не происходит восстановление? Несмотря на то, что это президентский приоритет, принимаются решения, есть деньги. Почему по-прежнему люди уезжают? Почему нет достаточно рабочих мест, нет перспектив? Казалось бы, это же благодатный край. Я говорю, может быть, там, про Чукотку, не знаю, Якутию, там климат тяжелый, например, для меня, для средней полосы. Но здесь-то у вас нормально, спокойно, тепло. 20 градусов. Да, снега много зимой, да, тайфуны. Ну, знаете, в средней полосе России тоже мороз по 40 градусов бывает. Ничего. Даже в Москве до 40 градусов. Ничего. Вы же в России живете. В советское время, ну и в царское время принимались решения о развитии Дальнего Востока. В советское время, у меня вот справка есть, 30-е годы, десятки предприятий были построены, самых разных отраслей. Сталинское время, после войны, хрущевское время, брежневское, то же самое, тоже было развитие. Я вот недавно с Погосяном беседовал, наш коллега Михаил Асланович, долгое время был одним из руководителей российской авиации. В Комсомольске-на-Амуре проводил очень много времени, там работал. Ведь люди ехали в Комсомольск-на-Амуре и карьеру делали, становились начальниками цехов, руководителями заводов, конструкторами, квартиры получали, зарплаты были больше, чем на европейской части России.
Люди ехали самореализовываться и за квартирами, и за зарплатами, и чтобы достойно провести жизнь свою. Теперь же как-то по-другому, как-то не получается. Почему не получается? Вы должны, я бы сказал, помочь бюрократии. Мы с вами должны найти другие решения, если эти решения не работают. В наших руках большая общественная сила. Мы в состоянии собирать и собираем лучших экспертов страны, академии наук. Это все в наших руках. И мы более раскрепощены, чем бюрократия. Бюрократия действует по своим жестким правилам. А мы более свободны. Мы можем предлагать более, что ли, такие вольные решения. И это наша задача. И в этом задача нашего форума. И мы должны помочь президенту в реализации его стратегии, в реализации его майского указа, в реализации его стратегии в отношении Дальнего Востока. Мне кажется, вот так нам ставить нашу задачу широко и масштабно. Не надо ничего стесняться. Вот об этом, собственно, наш форум.